В этой передаче мы расскажем о жителях Сакарчагинского этрапа Марыйского вилаята Говшут и Анагуль Гапуровых. Говшут ага делает из ивы ложки и другие предметы. Мастер сам рассказывает о своем ремесле. У нас есть печь из кирпича. Для создания изделий из дерева очень важно правильно выбрать сырье, то есть древесину. Существует время и методы сбора древесины. Это важно с точки зрения того, чтобы в будущем изделие было прочным и служило долго. После сбора я замачиваю древесину в соленом растворе. Собирать древесину следует после того, как ударили морозы. Не стоит ждать, когда дерево наполнится влагой, как бывает весной и летом. Мой муж занимается одним из народных ремесел. Он создает ложки, а я помогаю ему, придаю ложкам красивый вид, рисую на ложках узоры. Я использую узоры, которые девушки вышивают на головных уборах тахья, на халате кюрте. Еще я рисую растительные орнаменты, похожие на природу весной. Делаем еще и различные коробочки. Вообще мы работаем и по заказу клиентов. Что закажут, то мы и постараемся сделать очень красиво. Мой муж делает ложки. Затем я работаю над ними, делаю их гладкими. Затем наношу краску тонким слоем. Это делается для прочности. После высыхания опять полирую ложку, а затем опять окрашиваю. Затем уже можно нанести узоры. Мы также рисуем различные цветочки или национальные орнаменты. Это по желанию, кто как захочет. По желанию наших заказчиков мы наносим различные узоры и рисунки. На эту ложку мы не стали наносить рисунок, просто покрасили, придав особый колорит. Если хотят, мы наносим различные рисунки. После нанесения цвета изделия мы помещаем в специальную печь, то есть ставим на печку для того, чтобы наше изделие высушилось. После печи изделие нужно поставить на холод. Оставляем на холоде на 1 день. Затем на поверхности ложек рисуем различные цветы. Одновременно мы наносим рисунки на сотни ложек. Например, одна рисует, другая ставит изделие на печь. После того, как нарисовали цветок, мы наносим специальное средство на ложку. Вот ложки готовы. Некоторые покупатели говорят, что у наших ложек есть специфический запах. Чтобы убрать этот запах, необходимо поместить их в соленую воду. Ставим в соленой воде на полдня. Затем необходимо прополоскать их в проточной воде. Затем разложить и оставить на несколько дней. После ими уже можно пользоваться. Это очень хорошо и для прочности ложек, и устойчивости цвета. Для того, чтобы передать это искусство из поколения в поколение, я обучаю этому ремеслу своих детей. Также обучаю и других детей. Одни любят рисовать, другие просто наносить цвета.